Эту песню Олег Живов учил вместе с коллегами. Это не первое его выступление. Вокалом он занимается 10 лет. Исполнитель признался, решение участвовать в конкурсе принял сразу. Не остановило его и то, что петь надо на крымско-татарском языке. Мы решили попробовать себя, свои силы, попробовать, как оно будет. Конечно, очень тяжело давался материал, очень тяжело. Номера участников оценивали артисты, балетмейстеры и заслуженные работники культуры Республики Крым. Балетмейстер крымско-татарского ансамбля «Хайтарма» Зарема Усманова рассказывает, все участники выступали на высоком уровне. Очень красивые выступления, очень сильные участники. И нам есть чем гордиться. Было очень приятно посмотреть, что нашу культуру танцуют не только крымские татары, либо поют не только крымские татары, но и дети, и взрослые других национальных культур. Республиканский конкурс крымско-татарской музыки, песни и танца на государственном уровне проводится впервые. Организатором мероприятия выступило Министерство культуры Республики Крым. Планируется, что этот конкурс будет ежегодным. Со стороны государства это мероприятие проводится с целью развития культуры крымско-татарского народа. Этот конкурс внесут в план Министерства культуры Республики Крым. Также будут выделять деньги. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Эскендер Белялов уверен, хорошие места займут участники из Сакского района. Именно Сакский регион в плане межнациональных, межконфессиональных отношений в Крыму, я считаю, стоит на первом месте. У нас очень много именно фольклорных ансамблей, фольклорных песней, именно ансамблей танца. В течение 2 месяцев конкурс пройдет еще в более чем 10 городах и районах Крыма. Желающие могут подать заявки и принять участие. Итоговые концерты состоятся осенью этого года в Симферополе. Ферида Якубова, Иван Евдокимов, телеканал Милет.